Что ты сказал? Давление? Говорю, с прибытия до отправки. Ага. Вот. 27 что ли? Понятно. Хотим снять город с высоты птичьего полета. А вот и Улан-Удэ, какая-то промышленная часть. Вот купили местную сосиска в тесте, она как-то странно делает. Ну, на вкус вообще классная такая. С внешней стороны похож на люля-кебаб. И Ванюша говорит, что внутри сосиска охотничья. Вообще идеальная. 50 рублей штука. И плюс еще наша кашечка будет. Ну вот так. И позавтракаем. Вот такие тут красоты. Проехали Улан-Удэ. А это какая-то река большая. Надо будет посмотреть. Надо посмотреть на карте. Может, это Сыр-Дарья или Амур-Дарья. Или может просто Амур. Вот мост, по которому мы проехали. Вот так красиво. Представляете, в таких местах живут люди. У нас вот произошел спор. Ванюша говорит, что это Байкал, а я говорю, нет, это обычная река. Нет, никакого спора не было. Это река какая-то. Потом посмотрим на карте. Это посмотрел, это, не знаю, она никуда не входит. Большая, такая полноводная река. Вот, пока мы ехали, это первая река такая большая, где? Да. Ну, кроме Лены, конечно. Но виды вообще красивые тут, конечно. Если камера передает эти красоты. О, паром здесь, кажется. Машины все еще японские. Пока еще. Лес постепенно превращается. Постепенно превращается. Превращается лес постепенно. Да. И внезапно. А внезапно лес превращается. Что-то долго превращается. В полянку с березами превратилась. Пока не видно. Вот там поворот. Направо или налево? Направо. Ага.
Не, в той. Нет. В той стороне немножко. Лес постепенно превращается. Не видно. О, видно. Превращается лес постепенно. В домики превращается. Пока что. Вот оно. Я вижу только облако. Туман. Туман какой-то. Где озеро? Кто украл озеро? Не хочет показать свои прелести озера. Вот тут должен был быть. Да, мы все равно сейчас где-то. Ну да. Вот там должно быть целое, как море, должно было бы видно. А тут туман. Обидно. Хотя нет, какая-то вода есть. Ага. Ничего не видно. А, вот видишь, волны-то есть. Утки плавают, смотри. Классненько. Вот оно. Озеро Байкал. Такое белое все. Да. Вот оно, озеро-то. Берега, оказывается, каменные. Может, поэтому оно чистое. Вон тут берег вот вообще не виден, да? Иван Иванович в ожидании Байкала. Серое, унылое все. Вот он, Байкалушка.
Проезжаем Иркутск. Мы так и не увидели Иркутск. Вокруг железная дорога и все. Ничего такого говорящего, что это Иркутск, нету. Хотели пробраться на вокзал, а там ремонт. Везде ремонт. Вот. Это, наверное, пригород Иркутска. Уже. Ну, все равно видно, что город большой. Скорее всего, вокзал находится в промышленном районе, поэтому ничего интересного нету. Вон там вдалеке высотные дома видны. Может быть, с другой стороны поезда есть. Не знаю, короче. Иркутский контент. Вот такие равнины начались. Молодые березы там. До Уральских гор, наверное, такой пейзаж будет. Пошли поля, равнины. Тоже красивые виды. Горы кончились. А Ванюшка доедает кукурузные хлопья. Но тут у нас прохладно, потому что здесь работает кондиционер. А на улице жара. Равнинные поля. Я думал, горы только красивые. Кажется, равнины тоже есть красивые, да?